Добрый день, уважаемые подписчики и гости моего канала. Все думаете, куда я опять пропал, задаете вопросы. Дело в том, что я сейчас в данный момент нахожусь в Москве, в университете МУПИ, Международном университете профессиональных инноваций. И провожу определенную работу. Дело в том, что 8-го открытия выставки художников Чеченской Республики, участников Международного университета, в смысле студентов, вот, которые обучаются. Приемная комиссия уже свою работу закончила. Мы здесь собираемся сделать такую отчетную выставку, как работает отделение Чеченской Республики университета. Какие работы мы представляем, уровень свой показываем. Естественно, будут гости. Так что ждите новых публикаций, скажем, или роликов. Будем выставлять свою работу. Просто это отчетная такая выставка на экспертов университета и студентов, которые уже обучаются в стенах университета. Это первая выставка, это начало. Конечно же, я и ректор, и другие работники университета постараемся объяснить ту площадку, которую мы предлагаем студентам. Это, я бы сказал, современная площадка. Это не художественная академия ленинградская, это не Суриковская художественная. Это Международный университет профессиональных инноваций, где имеет место присутствовать культура и искусство, то есть прикладное искусство присутствует, изобразительное искусство, скульптура и так далее. В общем контексте, как вот дополнение, скажем, внесены такие. И мы постараемся объяснить. Я-то не совсем смогу еще вот эти некоторые профессиональные нюансы объяснить вам. Ну, ректор объяснит вам, проректор тоже скажет свое слово, что мы, как и на каком уровне работаем, что мы предлагаем студентам. Некоторые мои знакомые подписчики задают мне вопросы, а это же не художественное учреждение. Да, естественно, это не художественное учреждение. Это Международный университет профессиональных инноваций. Здесь почти все специальности, которые очень востребованы в обществе, робототехника, компьютерное программирование, юриспруденция, дошкольное образование, ну и так далее, и так далее, и так далее. Просто я все без бумажки не могу вам перечислить, но буквально с завтрашнего дня, значит, у нас будут подготовительные работы, то есть надо работы вывесить, пригласить некоторых моих друзей, интересующихся этим вопросом университета. Вот. Ну, буквально 2-3 дня терпения, и вы увидите, чем я занимаюсь в данный момент. Ну, естественно, увидите выставку, где выставлены артефакты и фотографии на тему Ноев ковчег. Музей маленький хоть, но уже в Москве он открыт, а я думаю, в дальнейшем он будет только расширяться. И то есть и сейчас я привел несколько артефактов. Вы увидите в графике, в литографии, в живописи именно виды
того места, где находится Ноев ковчег. Вот это еще раз говорит о том, что тема Ноевого ковчега самое главное тут, самое главное, лично для меня самое главное. И вот я не нарадуюсь, что университет, администрация университета все-таки позволила мне выставить эти экспонаты, проводить свои экскурсии с теми людьми, кому интересна эта тема. Они выходят со мной на связь. Вот, допустим, узнали, что я уже в Москве, хотят подойти, посмотреть, что мы говорим, о чем. Ну, пока я не думал, что многим людям эта тема так интересна. Дело в том, что действительно этот вопрос касается не только Чеченской республики, Чечни, даже России. Это вопрос касаем народов мира. Все мы послепотопной цивилизации. Это, если это все, значит, подтверждается, говорится, мы говорим об общем нашем доме. После Адама мы дети Адама, после Адама же был Ной, значит, мы все дети Ноя. И все вот эти нюансы, которых обговариваем, делаем круглые столы, делаем какие-то конференции, показываем артефакты. Мы же изучаем объект, очень интересный объект. И оказывается, людям тоже это интересно, что же мы выставляем, что за Ноев ковчег. Что за чернозем, что за гвозди, что это. И тогда очень много вопросов. И буквально, пользуясь случаем, кто меня слышит в Москве или в другом месте, 8-11 часов будет открытие этой выставки. Там, значит, мы сделаем такую маленькую конференцию. Люди, интересующим этим вопросом, могут подойти. Я по мере возможности делаю такой экскурс для вас. Ну, расскажу вам о своем понятии о Ноевом ковчеге, как я его представляю, как мои друзья, Марат Макажу и другие представляют, и какие работы в этом году проводились на этом объекте. Надо отдать должное, что правительственные структуры пошли нам навстречу, помогали по мере возможностей и по мере имения каких-то нюансов своих. И мы приносим свою большую благодарность. Делресолицан, Сана Одинчан, Фабалакат, Акарком, Дуйхуш, Уэлинча, Масец Эшья Ищаца. Теж стояхте, що масан хуштук сханбо миру хунистела. А вот, правда, конечно, мы не все смогли сделать. Некоторые наши такие представления об этом объекте не, сказал бы, не подтвердились артефактами, хотя есть те артефакты, которые мы вообще не ожидали. Появились новые какие-то сведения и об этом объекте. Такие уникальные артефакты, которые мы вам будем потихоньку показывать, доводить до вашего, ну, то есть до вашего уха и глаза, как говорится, по мере возможности покажем, расскажем, что мы можем. Так что, уважаемые подписчики и другие слушатели, гости моего канала, кто меня слышит, пожалуйста, подходите. Администрация Международного университета, который находится Юных Ленинцев, 25. Вот адрес. Юных Ленинцев, 25. Вот адрес этого учреждения. 8-11 мы, я думаю, начнем свою экспозицию, и, как я уже говорил, интересующимся я проведу маленькую экскурсию. До свидания.